Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Елена Зинатуллина. И вот о чем сегодня в выпуске. Важная миссия. Татарстан один из субъектов, который по духу, по культуре, по религии очень близко к Узбекистану. Что обсуждают на Совете регионов России и Узбекистана и какое участие принимает Татарстан? Расскажет Алена Струминская. В татарстанских лагерях начались первые летние смены. Кроме кнопок и пожарной сигнализации, у нас еще есть речевой оповещатель. О том, как соблюдаются правила безопасности детей. В репортаже Файрузы Мазитовой. Праздник детства. Главные герои – это наши хореографические коллективы, а вот группа «Пицца», Мира Калимуллина, Гузель Уразова, они нам помогают. Как в республике отметить День защиты детей, расскажет Алия Сабирова. В Татарстане после резкого похолодания ожидают 29-градусную жару. По прогнозу гидрометцентра, теплеть начнет завтра, будет плюс 26. Этот месяц шокировал татарстанцев отрицательными температурами. Настолько аномально холодным май был четверть века назад, утверждают ученые КФУ. Сейчас в республику возвращается долгожданное тепло. Самым жарким днем станет среда. Воздух прогреется до плюс 29. При этом ожидаются кратковременные дожди и сильный ветер. Может быть гроза. В выходные погода порадует до плюс 27 градусов и без осадков. Выясняются новые подробности страшного ДТП, которое произошло в субботу в Верхнеуслонском районе. Здесь столкнулись два мотоцикла, погибли 3 человека. 29-летний водитель байка БМВ, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость и врезался в другой мотоцикл, 39-летний водитель которого совершал разворот. У обоих водителей был большой опыт вождения. У предполагаемого виновника происшествия стаж 16 лет. Он приехал в Казань из Ульяновска на официальное открытие мотосезона. Пострадавший получил права 10 лет назад, он и его 34-летняя пассажирка из Казани. Как сообщили в МВД, уголовное дело пока не возбуждено, проводится доследственная проверка. Планируют назначить видеотехническую экспертизу, чтобы установить, с какой скоростью двигались мотоциклы. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с электросамокатом. Все случилось в Казани на улице Академика Глушко. По данным Следкома, 3 подростков на одном самокате передвигались по пешеходной зоне и наехали на женщину. Видео с моментом наезда распространилось в соцсетях. Видно, как пострадавшая не может встать, ей помогают прохожие. Женщину доставили в больницу. После осмотра врачи отпустили ее домой. Сегодня Рустам Минниханов принял участие в мероприятиях Совета регионов России и Узбекистана. Встреча прошла в Ташкенте. Российскую делегацию возглавил Владимир Путин. Это один из первых зарубежных визитов главы государства после выборов. Как он отметил, это подчеркивает наш особый характер и стратегического партнерства, и союзнических отношений. Татарстан – один из активно сотрудничающих с Узбекистаном регионов. По итогам минувшего года товарооборот вырос более чем на четверть и составил $370 миллионов. О чем удалось договориться, узнала Алена Струминская. Некоторые коррективы, куда, как двигаться, как усилить нашу работу. К Рустаму Минниханову, как к одному из самых ярких региональных лидеров России, приковано внимание СМИ Узбекистана. В интервью ведущему телеканалу этой страны раис республики подчеркнул, с Узбекистаном Татарстан связывают по-настоящему братские отношения. Я хочу поприветствовать наших братьев. Почему говорю братья? Татарстан один из субъектов, который по духу, по культуре, по религии очень близко к Узбекистану. Отношения наших государств очень тесные. И здесь регионы тоже прикладывают огромные усилия. Сегодня мы находимся на этой прекрасной земле. И очень много интересных проектов. Узбекистан очень сильно меняется и, конечно же, создает очень комфортные условия для привлечения инвестиций, для совместной работы. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. В Ташкенте Совет регионов России и Узбекистана прошел на самом высшем уровне. Делегации возглавили президенты двух стран. Они провели двусторонние переговоры. Сейчас товарооборот достиг $10 миллиардов. В этом году рост 30%. Как отметили лидеры государств, эту цифру можно увеличить вдвое. Уважаемый Владимир Владимирович, еще раз добро пожаловать в Узбекистан.
Мы к этому визиту очень тщательно и давно готовились. И я думаю, он на самом деле будет историческим. Я очень благодарен, что одной из первых визитов вы направились в Узбекистан. Это большое уважение к Узбекистану и многонациональному народу Узбекистана. Я за это вам очень благодарен. Это один из первых визитов после завершения выборов и всех процедур с этим связанных, в том числе связанных с формированием правительства. Приехала именно в Узбекистан такая представительная делегация. Не случайно. Это подчеркивает наш особый характер и стратегического партнерства, и союзнических отношений, темпы развития экономических связей. Они действительно очень впечатляют. В течение 2 дней переговоры проходили в расширенном и двусторонних форматах. В Ташкенте Рустам Минниханов встретился с премьером Узбекистана Абдулой Ариповым. Обсудили расширение товарооборота. По итогам минувшего года он вырос более чем на четверть и составил $370 миллионов. Рустам Нургалиевич, вы очень конкретный руководитель. Вы очень много делаете для развития узбекско-российского сотрудничества, узбекско-татарского сотрудничества. Вы не только в развитии промышленности, торгово-экономического сотрудничества, но и гуманитарного сотрудничества тоже вы очень много делаете. Большое вам спасибо, мы это знаем. Поэтому все вас очень уважают и любят. Вот. Я честно скажу, все регионы хотели, я совещание собираю, я говорю, с кем вы собираетесь налаживать сотрудничество? С Татарстаном. Я говорю, куда хотите ехать? Татарстан. Все наши проекты, они имеют логические завершения. Ну и, конечно, мы видим ваши отношения уважаемого президента. Мы провели очень большой Казань-форум «Исламский мир». Да. Как всегда, представительная делегация Узбекистана. Это очень серьезно. Я думаю, это очень полезно. Президента возглавлял делегацию. Да. И, конечно же, мы это чувствуем. В этот процесс активно вовлечены регионы, в том числе наши основные партнеры, города Москва и Санкт-Петербург, Татарстан. Заседание Совета регионов России и Узбекистана включило обсуждение 12 блоков сотрудничества в разных сферах. Нашу республику в последнее время дважды посетил Шавкат Миронович. Большое спасибо, Бекзор Ахмадский. В октябре прошлого года мы принимали в Татарстане 3-й форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Огромные слова благодарности за прямые авиационные сообщения между Казанью, Ташкентом, Самаркандом и Ферганой. Ведется работа не только по линии наших крупных компаний, как КАМАЗ, Татнефть, Химград, Алабова, Кипмастер, но и идет работа также и на уровне этих химико-индустриальных технопарк-сетей, которые мы совместно с нашими партнерами из Узбекистана открыли. Из 2 стран на встречу приехали руководители 4 десятков регионов. На общей встрече представили примеры сотрудничества. Нам удалось заключить 20 экспортных контрактов, общую сумму $170 миллионов. Кроме того, наши предприниматели за счет собственных инвестиций создают оптово-распределительные центры в городах Казань и Уфе. Владимир Путин особо отметил Татарстан как один из регионов с конкретными проектами, которыми можно гордиться, где расширяют сотрудничество с Узбекистаном. Компании из Татарстана помогают модернизировать систему теплоснабжения в Ташкентской области, оснащать медицинские вузы Узбекистана специализированным оборудованием. Я был в Татарстане, смотрел, что и как там производится, на самом высоком уровне медоборудование производится. Действительно, можно этим гордиться. Это хороший партнер для Узбекистана. Были подписаны десятки соглашений о сотрудничестве. Рустам Минниханов и Хаким Джизакской области Эргаш Салиев заключили соглашение о торгово-экономическом, научном и гуманитарном сотрудничестве. Такое же соглашение было подписано с руководством Жакаргы-Кенесом Республики Каракалпакстан. Это высший представительный орган региона. Подобные встречи, по признанию сторон, станут эффективным инструментом для решения актуальных задач и расширения всестороннего сотрудничества. Алена Струминская, Дмитрий Аринин, ТНВ, Узбекистан.
В татарстанских детских лагерях начались летние смены. В этом году в них отдохнут более 172 тысяч подростков. Из бюджета выделено почти 2,5 миллиарда рублей. Эти цифры сегодня озвучила вице-премьер Лейла Фазлеева на брифинге в Доме правительства. Большое внимание уделят обеспечению безопасности и подбору квалифицированных кадров. На субботнем совещании такую задачу поставил Рустам Миниханов. Кто в ответе за детей и как в лагерях обеспечивают порядок, в репортаже Файрузы Мазитовой. В лагере «Мирас» смена началась 3 дня назад. Здесь отдыхают 157 детей со всей республики и других регионов страны. Обеспечить их безопасность – главная задача руководства лагеря. Безопасность соблюдается, конечно, комплексно, начиная с защищенности территории, завершая экстренного реагирования. Да? У нас по периметру забор. Лагерь охраняет частные предприятия. Минмол провел конкурс по отбору ЧОПов. Сотрудники следят за территорией лагеря круглосуточно. Будка охраны оснащена кнопкой экстренного реагирования. У нас есть для экстренной ситуации тревожная кнопка в виде брелка и стационарная. Первостепенное значение, как уже было сказано, уважаемые коллеги, это комплексная безопасность. И здесь коллеги подтвердят, что в преддверии летней оздоровительной кампании достаточно серьезный объезд каждого лагеря и обход специалистами осуществляется, начиная от охраны частными охранными предприятиями. Кстати говоря, на них в этом году из бюджета Республики Татарстан выделено дополнительно 29 миллионов рублей. Все контракты сейчас уже подписаны. Охрана выставляется на посты. Перед тем, как принимать детей на летние смены, территория лагеря обрабатывается от насекомых, проводится дератизация, берется проба воды. Это все для того, чтобы летний отдых детей был комфортным и безопасным. В этом году впервые провели масштабные учения для вожатых. Их в этой оздоровительной кампании будет более 4000 человек. Большое внимание уделяется организации кадров при осуществлении летнего отдыха, оздоровления. Как кадров, которые работают непосредственно с несовершеннолетним, так и обеспечивающие работу инфраструктуры, поддержание этой инфраструктуры в хорошем состоянии. Соответственно, при обеспечении комплексной безопасности нахождения детей на территории лагерей. Этим летом более 5000 человек отдохнут на берегу Черного моря. Первая группа отправляется 2 июня. По словам министра по делам молодежи, все вопросы по их питанию и безопасности решены. Что касается пришкольных лагерей, в Казани они будут работать на базе 157 учреждений. В них отдохнут почти 17 тысяч детей. Все меры безопасности, безусловно, предусмотрены, так же, как и в учебный год. То есть, как частные охранные предприятия, так и все системы безопасности, они работают в штатном режиме. Также все пришкольные лагеря приняты у нас Роспотребнадзором. Все требования у нас исполнены в полном объеме. В этом году сняты все ковидные ограничения. Будут родительские дни. Серьезные требования к питанию и кухонным работникам. Это и соблюдение меню, это и соблюдение санитарных правил на пищеблоке, и правила личной гигиены, и правила обработки посуды, и все требования, которые могут привести к каким-то неблагоприятным последствиям. Все лагеря должны получить разрешение на работу от надзорных органов к 1 июня. Файруза Мазитова, Алмаз Зиадинов, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Москва запретила плодить микростудии, но в Казани знают, как обойти запрет. О перспективах введения жестких мер против тех, кто переходит нижний предел площади новых квартир, и пробелах в жилищном законодательстве. Читайте в интернет-газете «Реальное время». Завершилось предварительное голосование «Единой России» и стали известны имена кандидатов, которых партия планирует выдвинуть в депутаты Госсовета. Татарстан в лидерах по голосованию в стране. За участников отдали голоса 171 тысяча человек. Сегодня на завершающем заседании Оргкомитета регионального отделения партия сформировала списки праймериз. Возглавляет первую пятерку председатель Госсовета Фарид Мухамедшин. На втором месте Расим Баксиков. Он поднялся с 3-го места за счет 25% голосов, которые автоматически добавляют участникам СВО. Далее в пятерке уполномоченные по правам человека Сария Сабурская, заместитель председателя Госсовета Марат Ахметов и генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов. С подробностями Рамиль Шайдуллин.
Мы видим, как каждый специальный сейф-пакет при хранителе вскрывают и извлекают его часть ключа. В каждом пакете часть электронного ключа. Все для того, чтобы обеспечить чистоту предварительного голосования «Единой России». Ноу-хау внедрили перед выборами этого года. Праймерис электронные, все голоса были защищены технологией блокчейн. Пошла процедура. Поздравляю вас. Обнаружены все части ключа. После активации ключа начался общий подсчет электронных голосов. Спустя считанные секунды стали известны первые результаты. В абсолютных показателях по количеству проголосовавших лидером закономерно стала Москва. Помимо нее отметку в 100 тысяч проголосовавших преодолели также Татарстан, Волгоградская и Тульская области. Всех участников и организаторов поблагодарил Фарид Мухаммедшин. Свои голоса за кандидатов в кандидаты отдали свыше 171 тысячи человек. Цифра большая, 171 с лишним тысяча человек активно приняли участие и выразили свое мнение. Огромное спасибо жителям нашей республики за активность и понимание ответственности этой кампании. Всем огромное спасибо за совместную работу. Уже сегодня вечером в Казани на завершающем заседании Оргкомитета республиканских праймерис сформировали списки кандидатов на выдвижение от партии. Мы завершили процедуру предварительного отбора тех людей, так скажу, которых жители республики хотели бы в дальнейшем видеть кандидатами и, наверное, все-таки депутатами Государственного совета. В итоговом рейтинге первую пятерку возглавляет Фарид Мухаммедшин. За ним следует герой России Расим Баксиков. В предварительном рейтинге он находился на 3-м месте, но сегодня, как участник СВО, получил еще 25% голосов. Замыкают список уполномоченный по правам человека Сария Сабурская, заместитель председателя Госсовета Марат Ахметов и генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов. Также в предварительном списке действующие депутаты, общественники, писатели, предприниматели, главы районов. Это руководители сразу 3 муниципалитетов – Лениногорского, Аксубаевского и Тюльчинского. И 2 участников СВО. Помимо Баксикова, это Марат Галиев, действующий депутат Госсовета. Он отправился на передовую прошлой осенью и награжден Орденом Мужества. И Ринат Фазылов, руководитель республиканского движения «Ярдам Янаше», занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Также из военных в списке Валерий Миронченко возглавляет Казанское Суворовское училище. Завтра эти списки будут утверждены на заседании Политсовета партии. Затем их направят на утверждение Генерального совета в Москву. Окончательные итоги праймерис станут известны 30 мая. Рамиль Шайдуллин, Сансаитова, ТНВ, Москва, Казань. Рустам Минниханов ознакомился с деятельностью авиационного учебного центра «Академия-033». Он расположен в Лаишевском районе. Здесь идет подготовка специалистов для коммерческой, деловой и частной авиации, в основном инженерно-технического состава. Двухэтажное здание оснащено необходимыми техническими средствами, например, тренажерами для экипажей Ту-214 и МС-21. Рустаму Минниханову рассказали о работе ресурсного центра подготовки кадров в Лаишевском технико-экономическом техникуме, с которым сотрудничает Академия-033. С момента открытия в прошлом году авиационный центр подготовил 170 специалистов для разных регионов страны. Мы набираем учеников в 10-11 класс в количестве 25 человек, это экспериментальная группа. Образовательную программу строим таким образом, что один день в неделю они приходят в КТК, получают рабочую профессию оператора станков с программным управлением. Потом они трудоустраиваются на завод. Одновременно они поступают заочно в КАИ. Фарид Мухаммедшин сегодня с рабочей поездкой посетил Бавлинский район. Здесь прошел зональный семинар-совещания по вопросам повышения деловой активности сельчан и развития фермерства. В нем приняли участие 13 районов Юго-Востока республики. Спикер парламента отметил, по объему выручки сельхозпродукции наша республика занимает 1-е место в ПФО и 5-е в России. Среди проблем Фарид Мухаммедшин обозначил затоваривание зерном, падение цен на сырое молоко и другую сельхозпродукцию, сокращение площадей сельхозугодий и поголовье крупного рогатого скота. Руководство республики принимает меры по преодолению трудностей, заявил председатель Госсовета. На семинаре подняли темы развития сельского предпринимательства, сбыта продукции и кооперации на селе, господдержки. Все вопросы депутаты профильные министерства и ведомства взяли в работу. Разговор очень был конструктивный, требовательный и своевременный. А руководство республики, да и страны, раис нашей республики Рустам Нургалиевич ставит задачу усилить максимальную поддержку сельского жителя, крестьянских, фермерских хозяйств,
включить их в общефедеральные и республиканские программы. 1 июня в республике масштабно отметят День защиты детей. Праздновать будут в городских парках и скверах, дворцах культуры, на стадионах и других площадках. Впервые в этом году в столице организуют фестиваль детства «Айбет». Центром притяжения детворы станет и Казанский Кремль. Алия Сабирова продолжит. Празднование Международного дня защиты детей в республике пройдет на десятках площадок. Для детей и их родителей подготовили насыщенную программу. Это интерактивы и спортивные игры, концерты и мастер-классы. Эпицентром праздничных мероприятий в столице станет Казанский Кремль, который на один день превратится в настоящую страну детства. Здесь пройдет Ёлкон-фест, приуроченный к столетию подросткового журнала «Ёлкон». Для гостей книжная ярмарка, этномаркет, кулинарные мастер-классы и дискотека. От молодых дизайнеров занятия по созданию школьной формы с татарским орнаментом. На празднике установят рекорды, встретятся с блогерами, познакомятся с историей журнала. Это концепция города детства. Город детства, город мечта. И на один день Кремль, он превратится вот в такой вот город, в котором дети будут вовлечены не просто в участие, но и в организацию всего того, что там будет происходить. Самым масштабным станет фестиваль детства «Айбет». В Татнефть-арену пригласили 10 тысяч ребят. Творческие коллективы Казани выступят вместе со звездами российской и татарской эстрады и группы «Пицца». Хедлайнеры, они обычно в подтанцовках, а здесь наоборот. Можно сказать, главные герои – это наши хореографические коллективы, а вот группа «Пицца», Эльмира Калимуллина, Гузель Уразова, они нам помогают в каком-то смысле. Во всех районах республики состоится фестиваль первых. В экстрим-парке «Уран» ждут на семейный турнир. У нас пройдет семейный турнир «Движение первых». Турнир включает в себя соревнования по пионерболу и футболу. Команды на турнир смешанные, то есть принять участие могут команды, состоящие из детей, их родителей. Пройдут различные мастер-классы и соревнования по BMX, самокату, роликам, скейтборду и брейкдансу. В парке Черное озеро пройдет фестиваль «Благотворительная регата». Здесь организуют прогулки на детской яхте, мастер-классы и спортивные игры. Вырученные средства направят на покупку специального оборудования для будущего инклюзивного центра столицы. Велоквест об истории Казани состоится в Старо-Татарской Слободе. В парке у Дома культуры имени Саида Галиева детей встретят герои сказок. Во дворе центра «Сайдаш» гости закружатся в танцевальном флешмобе. Также с 1 июня начнет работу детская железная дорога. Алия Сабирова, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Накануне в Казани стали известны имена мини-мисс Татарстана и мини-мисс Казань. Титул главной юной красавицы республики получила Кира Кузнецова из Нижнекамска. Главной красавицей столицы стала Елизавета Нечаева. Конкурсантки демонстрировали жюри свои творческие таланты. 27 финалисток детского конкурса «Мини-мисс Татарстан» прошли серьезный путь до выхода на сцену. Каждая планирует удивить зрителя и жюри. Здравствуйте, меня зовут Аиша. Визитка, творческий номер и танец. По словам организаторов, каждая участница не просто выступает на сцене, а учится новому. Будущее у нас есть точно, потому что есть красивые, талантливые девочки, уверенные, убедительные. Мы именно это в них стараемся и воспитать, чтобы они развивали свои таланты в первую очередь, чтобы они не боялись выходить на широкую аудиторию, чтобы были уверенными, убедительными, и это наша самая главная задача. Лилия Галиева из Мамадыша. Она музыкальный руководитель своей дочери, которая участвует в конкурсе. Она и главный критик, и поклонница Ясмины. Девочка дошла до финала, где исполнила песню о маме. Вокальный номер мы готовили уже в течение года. Мы с этим номером участвовали в конкурсах. Визитку нам помогали писать, учили мы сами. Вот, хореографический номер дети готовили здесь уже на финале. Ну, в общем, мы готовились, можно сказать, своей семьей. Мирослава Кит в конкурсе участвует впервые. На сцене ей помогает брат. Я буду танцевать русский народный танец вместе с братом, где я его буду бить, а он мне подножку ставить. В этом году мини-мисс Татарстан стала 8-летняя Кира Кузнецова из Нижнекамска. Мини-мисс Казань 8-летняя Елизавета Нечаева. Еще до награждения она призналась нам, что очень мечтала победить. Я надеюсь, что я буду мини-мисс Казань. В июне участницы отправятся на конкурс
конкурс «Мини-Мисс Россия», который пройдет в Санкт-Петербурге. Искандер Гималдинов, Рамзиль Гарипов, ТНВ «Казань». Сегодня в Казани состоялся финал школьной футбольной лиги. Он объединил 22 команды игроков-любителей из Зеленодольского, Альметьевского, Нурлатского, Лаишевского, Чистопольского, Черемшанского, Тюречинского и Высокогорского районов, а также из Набережных Челнов и Казани. Ребята уже победили в зональных этапах соревнований. Теперь они будут бороться за первенство республики. Лучшая команда представит Татарстан на всероссийских соревнованиях. Сейчас футболом занимаются более 60 тысяч татарстанцев. Половина из них – дети. Это самые массовые соревнования среди детей. У нас в спортивных школах занимается почти 11 тысяч мальчишек и девчонок. Футбол – это здоровье, это дружба, это хороший такой вид спорта. В Казани установили рекорд России на самый большой эко-арт-объект. К матчу Рубина из Сочи горожане сделали футбольные мячи из десятка тысяч собранных ими крышек от пластиковых бутылок. Акцию провели при поддержке Казань-Оргсинтеза. Пока стадион готовится принять матч Рубина и Сочи, болельщики обеих команд несут крышки от пластиковых бутылок. Совмещаем приятное с полезным. Игра любимой команды, такая погода классная. Ну и плюс помогаем нашей экологии. Из крышек здесь же собирают огромный футбольный мяч. Он установит рекорд России как самый большой арт-объект в виде футбольного мяча. Сейчас как раз будем делать подсчет всех крышек, которыми оформлен этот объект. И после этого, я думаю, что рекорд будет зафиксирован. Это уже велошредер, который измельчает крышки в крошку. Из нее делают брелоки для ключей. Бутылки же идут дальше. Из них получают нить для 3D-принтера. Температура плавления у него очень высокая. Но при этом он очень прочный. В это время на поле начало игры. Первый удар по мячу совершает почетный сотрудник Казань-Оргсинтеза Рушат Фаизрахманов. На предприятии 19 лет. Все мы прекрасно знаем, что Республика Татарстан один из регионов лидеров химической отрасли. Большое вам спасибо за тот вклад, который вы вносите в эту стратегическую отрасль. Промышленные предприятия республики, в том числе компании «Сибор», «Лицей», «Нижнекамский», «Казань-Оргсинтез» осуществляет большой вклад в сохранение и приумножение природного богатства нашей республики. Осуществляются масштабные мероприятия на десятки миллиардов рублей. В перерыве между таймами на поле выкатывают звезду матча, тот самый мяч. Жюри насчитало почти 29 тысяч крышек. Это рекорд. Рекорд объявляю официально зафиксирован. Самое большое количество крышек собрал Кирилл Черезов. Работали вместе с друзьями, родителями, родственниками. И в целом я люблю заботиться о нашем мире. Кстати, рубиновые футболисты на игру приехали на эко-автобусе. Я считаю, что было все очень хорошо, потому что, если вы посмотрите, и, наверное, антураж был очень хороший, и наш приезд на автобусе был очень хороший. Я только поддерживаю, только рад участвовать, и что клуб участвует в таких проектах, потому что в целом это достаточно важная тема, потому что экология важна сейчас в нынешнем мире. Игра стала заключительным матчем Рубина в этом сезоне. Счет 1-1. Победила дружба и забота об окружающей среде. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Сейчас прогноз погоды с Амирханом Калимулиным. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Здравствуйте! В студии Амирхан Калимулин. В Татарстане погода остается под влиянием антициклона. Температура повышается. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Зеленодольске, Балтасях и Арске будет ясно, без осадков. Температура днем плюс 24-25, ночью плюс 12-14 градусов. В Буинске, Камском устье и Дрожжаном тоже будет светить солнце. Дождей не обещают. Температура днем 23-25, ночью 10-13 градусов тепла. В Чистополе, Аксюбаево и Мамадыше тоже ясно, без дождей. Температура днем плюс 22-23, ночью плюс 10-14. В Набережных Челнах, Актаныше и Агрызе тоже будет ясно, без осадков. Днем 22-24, ночью 12-14 тепла. В Альметьевске, Бавлах и Урусу температура днем 21-22 градуса выше нуля, ночью 10-12. Здесь тоже весь день солнце и ясно. Летние температуры и солнечную погоду обещают и в туристических городах республики. В Свияжске температура днем 24, ночью 13 градусов тепла. Будет ясно, дождей не ожидается.
В Болграх днем 24 градуса, ночью около 14 градусов выше нуля. Здесь солнце и без осадков. В Елабуге температура плюс 23 градуса днем. Ожидается ясная погода, без дождей. Ночью 14 градусов тепла. В Казани тоже тепло, солнечно и без осадков. Температура составит 25 градусов выше нуля днем и 15 градусов ночью. Атмосферное давление 760 мм ртутного столба. Ветер западный, более 6 метров в секунду. Влажность 24%. Магнитное поле Земли спокойное. Это все о погоде. Всего доброго и хорошего настроения.